Только 10 видов салата, огурцы, кабачки, перец и все виды зелени, и даже помидоры сорта полосатый шоколад. Это и многое другое выращивает в квартире в парниках многодетная мама Ольга Романова. Скоро рассада переедет на грядки, на дачу, но производство овощей и зелени благодаря современному оборудованию и социальному контракту будет круглогодичным. Социальный контракт – это письменное соглашение, заключенное между гражданином и органом социальной защиты по месту жительства, в котором гражданин обязуется выполнить ряд мер, направленных на устранение сложных жизненных обстоятельств, а органы социальной защиты предоставить гражданину безвозмездную финансовую помощь. Ольга сама составила бизнес-план, получила выплату и на полученные средства закупила парники, семена, грунт, удобрения, гидропонные системы. Первый урожай ожидается в июле, и уже есть желающие приобрести свежую продукцию. Мне это близко прям. Во-первых, я сама с тем столкнулась. Я очень люблю готовить и пытаешься иногда что-то приготовить. Приходишь и правда нету. Вот хочешь, а нету. Либо привозят, а цены такие, что ты просто в шок подаешь, думаешь, откуда эта цена. И захотелось мне, чтобы это было у нас в городе. В прошлом году было охвачено около 5000 самозанятых человек по всей республике. Все социальные контракты, которые были заключены, сегодня успешно реализовываются. У нас реализуется в Республике Саха-Якутия государственная социальная помощь на основании социального контракта. По нескольким направлениям получается поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. А также в этом году, в 2022 году, по поручению главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева введено новое направление – специальные программы для потерявших работу с 1 марта 2022 года. Также по поручению главы республики размер выплаты был увеличен до 300 тысяч рублей. Плюс предусмотрено обучение до 30 тысяч. В этом году планируется выделить на эти цели порядка 700 миллионов рублей и охватить не менее 5000 малоимущих граждан, так как главная цель социального контракта – повышение доходов семьи. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри.